Еўрарадыё.фм. Прывітанне ўсім слухачам Еўрарадыё, прывітанне тым, хто глядзіць нас у жывым эфіры праз сацыяльныя сеткі, Facebook, ВКонтакте, Аднакласнікі, а таксама праз наш канал на YouTube. Гэта незвычайны жывы эфір, гэта стартапніца, праграма пра беларускіх прадпрымальнікаў і дзёрзкіх інвестараў, якія рызыкуюць укладваць у іх свае грошы. Што праўда, сёння у нас ні прадпрымальнікаў, ні інвестараў у студыі няма. Сёння у нас у студыі рэдактарка bel.biz Юлія Нехай. Прывітанне, Юлія. Дзень добры. Ну, гэта як заўжды. Я думаю, што ніхто не здзівіўся зараз. А наша госця, гэта Вікторыя Міхневіч, юрыст кампаніі Сурайнен. Прывітанне, Вікторыя. Прывітанне. Не прадпрымальнік, не інвестар, але неабходнае звяно у тым, не ведаю, бізнес-ланцугу, які у нас называецца стартапамі. Калі я думаў пра гэты эфір, я зразумеў, што відаць, шмат хто грэбуе юрыдычнымі працэдурамі, асабліва пачынаючы бізнес. Ці маю я рацыю? Ці зараз стартаперы пайшлі ўжо такія, якія адразу думаюць пра тое, як все будзе праз 2 гады, калі яны там будуць прадаваць што-небудзь, як все трэба падзяліць вот адразу. Яны дасведчаныя зараз, ці ўсё ж такі наіўныя, романтычныя і пра юрыстаў прыгадваюць толькі калі-небудзь пасля? Я думаю, что стоит говорить о том, что есть и такие ребята. Сумный отказ, але ладно. Да, это правда. Благодаря тому, что в последние годы про это очень много говорят, очень много каких-то семинаров, мастер-классов проводятся, публикации там, в интернет-изданиях, как-то блоги люди ведут, юристы. Поэтому стартаперы, они становятся все более и более подкованы в юридических вопросах, и так уже просто их не проведешь, и там какой-то ликбезом их не удивишь. Но остаются, естественно, ребята, которые думают, что сейчас вот пойдем пилить, главная идея, главное, что мы вместе такие партнеры, а уже по юридической части там, подготовимся к продаже, например, если она стоит целью, то потом уже, как только будем решать вопросы по мере их поступления. Короче, главное запилить, а да. Там уже далее поглядим, как оно будет. Да, и опыт общения именно с молодыми стартаперами. Я не говорю про серийных предпринимателей, у которых были уже экзиты какие-то, либо который управлял компаниями другими, не стартапами, то молодые ребята, они все-таки в большей своей степени не разбираются в юридических тонкостях, они понимают, что значит создать юридическое лицо, там, заключить трудовой договор, например, но что касается там, нюансов, в том числе тех, которые понадобятся для того, чтобы привлекать финансирование, продавать потом свои доли в этой компании, там могут быть вопросы. А можешь привести каких-то вот несколько примеров из твоей практики, например, за последние несколько лет, когда вот ребята сделали очень грубые ошибки? Были такие помылки, грубые. Да. За что ты плакать кровавыми слезами после? Самая грубая ошибка была, которая первая вспомнилась, это что было изначально 5 основателей в проекте, и они таким образом создали компанию в самом начале. Потом что-то шатко-валко, они там разгонялись, пилили, так и не допилили, и один вообще соскочил, забыл про эту компанию. Он был не технический специалист, он так был более там, драйвер, бизнесовый человек. Человек-клей, да? Ну, да. Вот, он понял, что, у меня таких проектов там 10 штук, ну и уехал, там, не знаю, Гоа, там, либо еще куда-то там, ушел в дауншифтинг. Тем часом? Тем часом ребята продолжали работать, и все-таки через несколько лет у них что-то получилось, у них пошел бизнес, но этот миноритарий, он остался так висеть. И потом, когда пришел момент привлекать деньги и общаться с инвестором, они как-то вспомнили про этого человека. То есть просто дело в том, что когда создавали компанию и утверждали устав со списком всех участников компании, они больше туда и не заглядывали, собственно, после той регистрации. Они совершенно забыли про то, что у них кто-то еще там висит с долей какой-то. Ну и пришлось решать. Конечно, есть процедуры легальные, там, исключить этого участника, потому что он не участвовал в деятельности компании. Начать доказывать. Ну, это суд, а зачем стартапу суд? 5 перед инвестором. Ну, пришлось его искать, с ним договариваться, чтобы он быстрее там, ну, как-то покупать у него долю. Мог предъявить правы на то, что яны рабілі цягам гэтых гадоў, и сказать, ну, где мои бабки, да, лебовские, как кажется в фильме. Ну, формально доля есть. Компанию, как вот кейс Craigslist был очень такой известный.
Но это да. не белорусская компания, видать. Да, мяркуючы по назве. Я Можешь про такое не уточнить, чув. Виктория, просто это тоже любопытный момент, договор на салфетке. То есть, и вообще, как должны быть вот эти права, в принципе, запечатлены, да, зафиксированы в самом начале компании? Я думаю, может, ты расскажешь эту историю. Нет, у тебя лучше получится, ты юрист все-таки. Ну, суть в том, что, да, вот этот кейс известный, где просто изначально ребята в порыве страсти к бизнесу и сотрудничеству что-то написали на салфетке, что мы будем делать так-то, так-то, а потом один бросил это дело и ушел восвояси, а другой продолжал работать. И в итоге, когда пришлось продавать компанию, первый вернулся и потребовал свою долю. І продемонстрував сурветку, салфетку. да, Да. з дамовою. А Да. цікаво, вони сурветку в 2 екземплярах склали, як, ну... Сколько я помню, одна была. але- И тот, але- который второй, але засталась не тому он человеку, хранил да? ее. Ну, И в нужный момент он вспомнил ее существование. Вот. В белорусских реалиях, конечно, этого не получится. Потому что, допустим, вот мы сейчас втроем сидим, мы можем подписать на салфетке какую-то договоренность, что мы сделаем суперкрутой стартап и распределим доли так-то, так-то, и будем получать прибыль таким-то образом. Даже обязанности можем как-то на этой салфетке вместить. Но вот потом пойдем мы вдвоем там, с Юлей, например, и создадим компанию под этот проект, то Павел, к сожалению, не будет иметь никаких прав. претендовать, да? Хотя я могу махать сурветкой колькі заўгодна, да? Да. Слухайте, у нас тут вельмі шмат пытанняў, насамрэч. Мы абмяркоўвалі, што тэма вельмі вялікая, і я думаю, што вообще-то варта было пачаць з пытання, дык пра што ж трэба дамаўляцца адразу? Вот перад тым, як мы пачынаем разам працаваць, пра што трэба дамовіцца і як гэта зафіксаваць? Если... Вот абавязкова. Обовязково. Я бы начала с того, что бизнес-партнерство, там, компания, проект какой-то, это в любом случае партнерство изначально. И мы часто смеемся, что корпоративные отношения, отношения собственников, там, основателей, как их там называть, фаундеров, это очень напоминает брак. Ну, то есть перед тем, как вступать в брак, нужно сесть и договориться о, не знаю, правах, обязанностях, о целях, да, как это, смотрим в одну сторону, вот, и взялись за руки и ушли в закат. Але гэта людзі проста сядаюць вакол стола і размаўляюць. Юрысты, дакументы, пакуль што ні пры чым увогуле, так? Да. Просто яны дамаўляюцца. Потому что как бы нельзя презюмировать, нельзя додумывать за другого человека. Нужно понимать первое, что у нас с тобой, как с партнером, ну, будем говорить, например, о двух людях, у нас с тобой одинаковая цель в этом проекте, что мы видим это таким образом. Например, один может хотеть создать какую-то бизнес-империю, которую он в будущем будет планировать передать по наследству своим детям, а второй не хочет так долго задумывать, он хочет короткий проект, быстро сделали, запилили, продали, получили деньги, пошли дальше. Никто не хочет заниматься потом управлением, развитием компании и вот втягиваться в этот долгосрочный проект. Поэтому вот это как минимум нужно определить, что мы хотим. Мы хотим бизнес на продажу изначально, либо мы хотим не знаю, чтобы он кормил нас дивидендами и наших детей потом в будущем. Это первое. От этого дальше уже будем плясать. То есть от этого очень и бизнес-схема, финансовая модель, от этого все зависит. А дальше мы должны договориться о том, кто будет в составе там, компании, то есть юридического лица. Рано или поздно такой вопрос о создании компании встанет. И нужно понимать, кто будет у руля сразу, у основания. То бок пакуль што мы разумеем, што юрыдычная асоба перад намі недзе наперадзе, Да. але мы ўжо зараз перад тым, як зноў ж пачалі нейкія істотныя працы, укладанні, мы дамаўляемся, якая гэта будзе кампанія, хто будзе ў яе ўваходзіць і, я так разумею, на якіх далях, Да. так? Да, все верно. Як я верно все разумею. Прыемна час ад Можно часу. делать стартап. У нас уже есть программа «Стартапница». Окей. Что еще? Стартап про стартапы. Да. Вертаемся до того, про что треба домовиться. Да. Кроме этого, нужно договориться, кто что будет вкладывать в эту компанию. Это очень важно, потому что, опять же, по исследованиям стартапов, которые делали Билбиз, чаще всего это два фаундера, два основателя. Это такая классическая история и очень распространенная схема, когда есть технарь и есть бизнесмен.
потому что технарь сам не может двигать это, он может что-то руками, головой делать, а бизнесмен, он не понимает в технической составляющей, ну, настолько, чтобы сделать это самостоятельно, но он обладает всеми необходимыми навыками, знаниями, контактами, чтобы этот проект развить и дать ему жизнь какую-то, и не оставить его где-то там на компьютере, либо в головах, на бумаге, возможно. Поэтому нужно договориться, что мы будем вкладывать от каждого по способностям, так скажем. Деньги, не знаю, оборудование, если этого требует задачи и вообще сама природа этого проекта, чтобы каждый знал, что от него будет требоваться. Потому что не обязательно от всех деньги, можно и там, каким-то тем же оборудованием, какими-то правами, интеллектуальной собственностью и так далее. Тут нам сігналізуе наш гукарэжысёр, што час хутка сыходзіць на перапынак, але каб закрыць гэтую тэму, вось тое, колькі хто гатовы ўкладаць. Менавіта ад гэтага, мабыць, і залежыць тое, якія долі будуць, ну, пра долі, вось яны дамаўляюцца перад тым ці пасля. Вось тут як можна вызначыць долі? Менавіта прапарцыйна, мне так здаецца, гэтаму ўнёску, які кожны гатовы рабіць. Да, это самый простой способ. А калі бізнесовец прыходзіць і кажа, я плачу за ўсё, таму у мяне там 80%, а ты технарь, у тебе 20%. Ну, а технарь скажет, что, слушай, без моих знаний, без там, тех ноу-хау, которые у меня сейчас в голове, которые мы можем использовать в нашем проекте, твой проект и твои деньги, они ничего не сделают. Соответственно, я считаю, что моя доля равноценна твоей доле в денежном эквиваленте. Тут начинается таки здоровый торг паміж удзельнікамі, и я думаю, что это вельмі важно. Можно так сказать, ну ладно, нехай сабе, пакуль мы дамовімся так, а пасля мы перадамовімся, але кожны пасля прад'явіць тое, што ён выгандліваў менавіта на гэтай папярэдняй стадыі. Да, это партнерство, это всегда про взаимоотношения людей, потому что право, там, юрист вам не скажет, сколько вы должны в пропорциях, там, скажем, положить на стол и зафиксировать в документах. Это все-таки про доверие, про договоренности и так далее. Но для нас, для юристов, самое сложное, это когда ребята договариваются 50 на 50. Потому что... А чаму гэта так? Мы даведаемся ў наступнай частцы праграмы, перарываемся на выпуск навінаў. Юрыст Вікторыя Міхневіч у нашай студыі. Праз 2 хвіліны пачуемся. Еўрарадыё. Гэта толькі актуальная інфармацыя, аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці. Мы першае рок-радыё Беларусі. Мы 24 гадзіны ў інтэрнэце і на спадарожніках. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Еўрарадыё. Альтэрнатыўнае радыё. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. Сёння МЗС Беларусі пракаментавала запланаваны на 23 лютага ў Гайнаўцы марш нацыяналістаў памяці выклятых жаўнераў. Беларусь лічыць гэта правакацыяй, якая скіраваная на стварэнне напружанасці паміж беларусамі ды палякамі. Нагадаю, што галоўны герой марша, якога 4-ты год запар ушаноўваюць польскія нацыяналісты, гэта Рамуальд, так званы Буры, камандзір антыкамуністычнага падполля. У студзені і лютым 46-го года ён спаліў 5 вёсак з праваслаўным беларускім насельніцтвам на Гайнаўшчыне, забіўшы ці спаліўшы жыўцом каля 80 чалавек, пераважна жанчын, старых і дзяцей. Сёння Александр Лукашенко выступае ў вайсковай акадэміі і выказаў некалькі думак. Гэтак ён супраць размяшчэння ракет у Еўропе. Катастрофа, асабліва для Беларусі, лічыць Лукашенко. Засцярогі выказваюцца, нагадаю, наконт магчымага размяшчэння ў Еўропе ракет сярэдняй і меншай далёкасці у сувязі з сітуацыяй вакол дамовы аб гэтых ракетах. ЗША выйшлі з дамовы, заяўляючы, нібыта Расія яе пастаянна парушае. Міліцыя адзначае рост прастытуцыі ў краіне. Гэта звязана найперш з павелічэннем колькасці замежнікаў у беларускай сталіцы, развіццё гасцінічнай інфраструктуры і іншых аб'ектаў адпачынку і турызму. У апошнія гады прастытутак у асноўным у сталіцы затрымліваюць менавіта ў гасцініцах, начных клубах, казіно і саунах.
Будынак былой сінагогі 18 стагоддзя па вуліцы Ракаўскай, 17 у Мінску будуць рэканструяваць. На першым паверсе зробяць кафетэрый і музей гісторыі Мінска з беларускай кухняй. На другім і трэцім экспазіцыйныя прэзентацыйныя залы. Рэканструкцыя пачнецца ў гэтым красавіку, а скончыцца ў першым паўгоддзі 2000 года. Нагадаю, што будынак, пабудаваны ў 18 стагоддзі, тут быў габрэйскі вясельны дом. Еўрарадыё.фм. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Гэта стартапніца, сумесны праект нашай станцыі і сайта bel.biz пра дзёрзкіх беларускіх прадпрымальнікаў і смелых інвестараў. У нас у гасцях Вікторыя Міхневіч, юрыст кампаніі Сарайнян. Прывітанне яшчэ раз, Вікторыя. Юлія Няхай, рэдактарка Белбіз у нашай студыі таксама. Прывітанне яшчэ раз, Юлія. Мы спыніліся на тым, што 50 на 50, калі дамаўляюцца патэнцыйныя ўласнікі стартапа на такія долі, гэта самы цяжкі і самы нелюбімы юрыстамі выпадак. Але мне здавалася, што это самы просты выпадак, просто 50 на 50, і табе палова, мне палова. Чаму вы так не любіце такое развіццё падзеяў? Ну, все так думают, потому что это честно, справедливо. Честно, да. Нас двое, как бы 50 на 50. Но на самом деле в будущем в деятельности компании такое деление, то есть ни у кого нет большинства, получается. И если возникнут какие-то сложности в, не знаю, взаимодействии, в управлении компанией, то тут никак не вырулишь. И это будет так называемая тупиковая ситуация, и деятельность компании может просто встать. То есть ни туда, ни сюда. 51-49 все-таки? Разные могут быть варианты. Это тема заслужит отдельную программу, наверное, про корпоративное управление в компаниях, но лучше, когда есть какие-то еще дополнительные договоренности о том, что мы будем делать, если у нас тупиковые ситуации, как мы будем выходить из этих сложных. То бок роўнасць гэта крута і справядліва і дэмакратычна, але у час канфлікту яна проста можа паралізаваць ўпраўленне кампаніі, таму што два ўласніка, якія маюць роўныя долі, не змогуць. Золотая акция мусить быть некая, да? Как человек... Есть вариант. Это Ладно, да, все правильно. Было уже сказано, что это вельмі широкая тема. А ці можем мы хутка і сцісла адказаць на пытанне, калі стартаперам трэба задумацца пра стварэнне юрыдычнай асобы? На якім этапе, па якіх прыкметах яны могуць зразумець, што вот час ужо, я не ведаю, легалізоўвацца? Ну вот после хакатона они сделали какой-то MVP. Что такое MVP? Зараз нам будут писать, что такое MVP. Минимальный продукт. И они уже готовы уделять ему время, уделять какие-то собственные накопления, силы. Вот и уже пора или как? Ну, главный вопрос здесь зачем? То есть юридическое лицо, оно должно быть не просто «я учредитель», «я директор», «я финансовый директор», «здравствуйте, вот моя визитка». Да? Это не про статус, потому что ты делаешь юридическое лицо, ты получаешь кроме этого статуса ряд обязательств. То есть это не просто такая юридическая фикция где-то на бумажках, а ты должен еще иметь ответ перед государством, так скажем, по тем требованиям, которые оно предъявляет к юридическим лицам. Это раз. Соответственно, отвечаем на вопрос «зачем?». Я бы такие 4-5 причин случаев ситуации назвала. Первое — это когда вам есть уже что делить, действительно. Когда появляются какие-то объекты интеллектуальной собственности, и, как мы говорили, что сложно определить долю. То есть есть ли у тебя вообще права какие-то на, вот как у бизнесмена, да, который двигает этот стартап, есть ли у тебя какие-то права на то, что создает твой партнер-технарь? Ну, по-хорошему нет, если он сам это создает. Поэтому вот если есть уже что-то делить, и вы соглашаетесь, что это ваши совместные усилия, и вы там 60 на 40, либо 50 на 50 имеете право, то лучше создавать юридическое лицо, которым вы передаете всю эту собственность на баланс и владеете уже всем вашим бизнесом пропорционально вашим долям в этом бизнесе. Второй момент, когда вы привлекаете финансирование. То есть без юридического лица это сложно. Вам нужно юридическое лицо, которое будет принимать деньги откуда-то. То ли это ваши, то ли это с третьих лиц, там, займы, family, friends and fools. Вот вам нужна вот эта оболочка юридическая. Третий вариант — это когда вы уже не вдвоем, а когда у вас есть команда.
когда вам нужны люди, которые вы возьмете по договорам, вот самый красивый, лучший вариант, один из must-do, то вам тоже необходимо юридическое лицо, куда вы будете оформлять свою команду. Ну, так вот один из таких вариантов. У нас тут ёсць пытанне на парадку дня падводныя камяні ў найме супрацоўнікаў. Мне здаецца, што як працаваць са студэнтамі. Гэта таксама вельмі вялікая тэма, як мне здаецца, але, магчыма, ёсць нейкія такія базавыя рэкамендацыі і парады. Найм сотрудников, самые подводные камни здесь — это в оформлении трудовых отношений. То есть здесь какая вещь? Если вы действительно с кем-то работаете, вам люди что-то делают, например, какой-то продукт, помогают, не знаю, в маркетинге, там, создают что-то, что вы потом сможете продать, то важно понимать, на основании каких договоров они это вам делают. И как то, что они делают, переходит вам в компанию. Авторские права. Ну, если так, грубо говоря, так, можем сказать, да. Ну, это в том числе и про авторские права. Вот это самое важное в команде, что, ну, на что стоит обращать внимание, если мы говорим про команду и про сотрудников. То есть, условно, вот взять студента, и он там что-то будет кодить, это тоже может быть чревато. Да, ну просто без договора нельзя. Вот это, когда мы вначале говорили про какие-то самые грубые ошибки, это вот тоже привлечение кого-то просто помочь без договора. То есть этот человек может для вас кодить, а после подумать, ух, який классный код написал, да? А не взять ли мне его себе и не зрабіць ли мне на его подставе там свой стартап? А ідэі яны, як мы памятаем, аб'ектамі аўтарскага права не з'яўляюцца, а ўжо ёсць нейкая гатовая штука, якую гэты чалавек напісаў, і мы ніяк не зможам, атрымліваецца, даказаць. Я маю на ўвазе распачынальнікі бізнеса, тыя, хто запачаткаваў стартап, што гэта было зроблена для нас у межах вот гэтай працы. І ніяк не зможам перашкодзіць гэтаму чалавеку выкарыстоўваць яго напрацоўку, калі ў нас ім не было дамовы. Если не было договорного оформления надлежащей передачи этих прав, то да, сложности будут. И тем более, если это какая-то часть большого продукта, то понимаете, что права и дальше использование этого продукта, оно будет под вопросом. То есть здесь будут пороки прав на, собственно, объекты. Як выглядае такое пагадненне? Можна просто напісаць на нейкім бланку: я такі-то замовіў такую-то працу такому-то чалавеку, і ён абавязаўся выканаць яе для маёй кампаніі і не у такія-то тэрміны і перадаць правы на яе і не ўжываць яе нідзе больш. Все, кропка, таки-то подписались. Все. Ну нет, этого будет все-таки недостаточно. Недостаточно. Тут, смотрите, если мы уже говорим, да, про защиту прав на объекты интеллектуальной собственности, ну тот же код, например, что самое такое у нас распространенное. Код можно оборонять, и это распаўсюджана. Да. Круто. Да, и причем... Не думал про это. Впереди, Паша. Да, это очень важно, и, собственно, благодаря этому как бы работа по защите этого кода, она такая, несколько поэтапная. Я думаю, что каждой компании, стартапу нужно думать о следующем, с нескольких аспектов, так скажем. Первое — это если нам на постоянной основе кто-то что-то делает, производит для нас, для нашего проекта, мы должны его взять в штат лучше, потому что тогда он будет нашим сотрудником, мы оформляем его по договору трудовому, и тогда он это все делает в рамках служебных произведений. Это касается только программистов или, например, контент-менеджеров? Это любых сотрудников, да. Если они что-то делают в рамках своих служебных обязанностей, у них, например, в договоре, либо в должностной инструкции написано, что их обязанностью является создавать объект интеллектуальной собственности, участвовать, содействовать созданию и так далее, либо есть какое-то отдельное прямое указание нанимателя об этом, например, сделай мне то-то, то-то. Да, например, по имейлу, либо в рамках вот этих вот программ, платформы по раздаче заданий там, да, по всей компании, то тогда это будет сделано в рамках, как служебное произведение. А тогда права на то, что создано, передается автоматически компании.
То есть, что бы ни делал сотрудник, это автоматически переходит к компании. Компания является правообладателем этих объектов интеллектуальной собственности. Это первое. И поэтому здесь важен вот этот механизм либо прямых инструкций, либо закрепления надлежащего в договоре, либо должностной инструкции. А если мы привлекаем кого-то разово для создания каких-то отдельных элементов, то тогда это все равно договор, так уже не трудовой, а как с юридической точки зрения гражданско-правовой называется, там договор подряда, например. Там тоже не все так просто, и кроме каких-то юридических тонкостей по описанию задания на производство чего-то, либо на создание какого-то продукта, необходимо еще и надлежащим образом передать его, потому что автоматически права не переходят. Нужен акт приема передачи того, что создано, и плюс указать, что не только продукт переходит, но и все исключительные права на этот продукт переходят заказчику. То есть тоже такой нюанс. А третья составляющая — это так называемый ноу-хау, либо вот информация, которая является коммерческой тайной. То есть то, что не является объектом интеллектуальной собственности, но в той или иной степени тоже важно и как-то коммерчески ценно для компании, для стартапа, скажем так. Тут более сложный тоже механизм. Тут обязательно в компании необходимо делать режим коммерческой тайны и создавать такие пласты документов, которые будут охранять эти сведения, эту коммерческую тайну. Надо определить, что у нас коммерческая тайна, определить, кто имеет доступ, кто отвечает за, так скажем, за сохранение, за привлечение кого-то к этой информации, то есть за раскрытие этой информации, и подписать со всеми сотрудниками так называемый NDA, вот этот о неразглашении коммерческой тайны, двустороннее соглашение обязательно, потому что ошибка является, когда делают односторонний документ. Этого недостаточно. То есть вот эти вот три элемента, они очень важны для того, чтобы сохранить все секреты и там, даже идеи, какие-то информацию о клиентах, о сотрудниках даже, это тоже бывает коммерческой тайной. Это все важно для того, чтобы обезопасить себя. Вельмі шмат нюансаў, так і разумееш, навошта патрэбныя юрысты ў гэтым свеце. А яшчэ у нас у анонсе ёсць магічнае слово «апцыён». Калі я чую слово «апцыён», я адразу... Мару стаць мільянерам. Да, я уяўляю сабе, як грошы падаюць на мяне з неба. Вось. Па-першае, мне здаецца, што для Беларусі гэта вельмі новы панятак. Ці магчымыя зараз у Беларусі апцыёны? Не раньше были возможны. Ага. Такое. Коллеги говорят твои, что возможно были. Ладно. І як з імі, да? То бок, я так разумею, што гэта права на выкуп пэўнай часткі, пэўнай долі акцый кампаніі, так? Як гэта па законе ўсё оформіць? Я бы, может быть, переформулировала, вот если человек хочет работать в стартапе, его привлекает перспектива получить опцион. А есть ведь тоже такие подводные камни, вроде того, что тебя могут случайно уволить за день, прежде чем вот наступит этот минимальный период, когда ты вообще имеешь какое-то право на какую-то долю. Вот какие здесь, возможно, подводные камни, и что следует иметь в виду человеку, который решил устроиться в стартап и мечтает об опционе? Я бы начала с базовых вещей, таких как вообще человек должен понять, на что он имеет право, соглашаясь на опцион. То есть он должен для себя понимать, готов ли он в течение нескольких лет, например, не получать практически ничего, либо совсем мало, то есть чего недостаточно для нормальной жизни, свободной, а потом в случае успеха получить чего-то много, что бывает очень редко. То есть тут нужно понимать, что это риск. И опцион тоже это есть такая рекомендация именно людям, которые собираются брать опционы вместо, например, бонусов за работу, что, слушай, бери долю или бери сейчас живые деньги, потому что опцион непонятно, случится или не случится, непонятно, какая опционная программа в этой компании, может быть, в принципе, там очень много нюансов, KPI каких-то, которые ты должен выконать, отрымать право. Чтобы потом получить какую-то долю в компании, либо конвертировать, обналичить в деньги какие-то. То есть очень много нюансов. Вот это первое нужно понять, готов ли ты ждать, и не получить ничего в конце. Атрымліваецца, што трэба мець нейкую крыніцу
доходаў за спінай, Безусловно. каб пагаджацца на апцыён. Да. Если, опять же, со стороны как-то сотрудника, которому предлагают опцион, разговаривать, то нужно понимать, что это договор. Опцион — это не в Беларуси, именно в белорусских реалиях, это не ценная бумага, это не какой-то сертификат на выдачу акций, там, куда-то прийти в киоск, положить, и тебе их выдадут вместе с деньгами. Это договор с определенными условиями, обязательствами и правами. И то, что там написано, оно должно зависеть от опционной программы, которая принимается в компании. Ну, на самом деле в Беларуси вот практика с опционами, она очень маленькая, она такая не сложившаяся, потому что у нас законодательство, которое более или менее позволяет использовать этот инструмент, это только декрет 8, только год назад, получается, чуть меньше. А до этого делали опционы, заключали, но это всегда было, знаете, что-то гибридное. И исполнимость этих соглашений, она под большим вопросом. Делали опционы, там, например, американская компания дает сотрудников белорусской компании какие-то обещания, договоры, но это в том случае, если есть такая американская компания, вот, там уже проще. А вот с белорусской компанией, ну, я не знаю, вопрос. Там обычно это были какие-то договоренности, там, то есть на честном слове, джентльменские соглашения. У нас есть 1,5 хвіліны, і я думаю, што одно пытанне. Хутчэй за все. Засталіся там у нас у Да, скарбоначцы. у меня есть вопрос. Если бы ты была инвестором, и тебе вот надо было бы вложиться в какую-то компанию, то каковы твои критерии оценки, и в какую компанию ты бы не вложилась? Ну, помимо вот всего того, что мы уже сказали. Ну, я бы оценивала, во-первых, команду. Хочется доверять, потому что делать это будут все конкретные люди. Если там есть неразбериха, если там вот история именно существования компании, ее учредительство нечистое и непонятное, то я бы побоялась туда вкладывать деньги, потому что, возможно, моя доля на эти деньги, она в будущем очень сильно уменьшится, либо вообще я не буду иметь никакой доли в будущем. То есть здесь есть риск. Второй момент — это все-таки, если меня интересует этот стартап, этот бизнес как некая идея, как что-то созданное, то есть те же самые объекты интеллектуальной собственности, какие-то изобретения, вот эта составляющая, то я буду, естественно, проверять, насколько это все чисто, правильно было оформлено и насколько это понятно. То есть первое — это IP должно быть на балансе компании, все, которое необходимо для деятельности этой компании. Третье. Если я все-таки вкладываюсь в компанию, то ее история финансовая, история взаимоотношений с государственными органами, она должна быть тоже чистая. То есть никаких серых схем. Я всем молодым стартаперам рекомендую, что даже если так делают все, и даже Паша вот, с параллельного класса, там, то не нужно все равно встревать в какие-то непонятные и такие квази-правовые ситуации и схемы. То есть никаких серых схем. Сябры, 3 парады ад Вікторыі Міхневіч мы пачулі. Я думаю, што нават калі ёсць яшчэ, можна іх пакінуць пры сабе, а не выкладаць усе сакрэты на ўвесь Facebook і іншыя месенджеры і YouTube. Час нам развітвацца. Юлія Нехай, рэдактарка Белбіз, і Вікторыя Міхневіч, юрыст кампаніі Сарайнян, былі ў сённяшняй стартапніцы. Дзякую вам за тое, што прыйшлі. Да пабачэння. Дякую. І Павел Свердлов працаваў пры мікрафоне. Пачуемся. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.